Иллюзии, которыми мы жили прежде, что пандемия коронавируса как-то скоренько пройдет стороной, сегодня были окончательно развеяны. Число заболевших растет. Коми как будто пытается угнаться в этом за многомиллионными столицами. Ситуация не самая простая. И это необходимо, наконец, осознать. Всем без исключения. Я хотел бы проинформировать вас, что у нас на 6 апреля произошел рост по заболевшим, где мы подтвердили диагноз. Мы вчера имели еще 59 человек, сегодня заболевших с подтвержденным диагнозом. Сегодня мы выскочили просто в такое нехорошее лидерство, потому что, к сожалению, подтверждение идет очень долго. Подтверждение идет в течение 7 и более дней. И вот сегодня нарастающим итогом у нас сразу 90 человек итого. То есть 31 человек плюсом вот по нарастающим итогам. Для нас это очень много. В перерасчете на население Коми показатель более чем высокий. Так, под медицинским наблюдением сегодня находится 3447 человек. В том числе 1001 из них – лица, которые вернулись из стран со сложной эпидобстановкой. От них в контакт вошло почти в 2,5 раза больше людей. То есть потенциально каждый вернувшийся из-за границы условно заражает минимум от 2 до 3 человек. Вот почему сегодня нужно максимально на любом уровне повышать социальную ответственность людей. И в таких реалиях медлить с принятием решений нельзя. Надежда Борисовна посвятила меня в основные вопросы, которые стоят сегодня на повестке Госсовета. Безусловно, коллеги, они очень важные. Они очень важные. Я в них уже начал погружаться, начал их изучать. И мы, безусловно, по каждому из этих вопросов выработаем единую позицию и найдем пути для их решения. Но еще раз подчеркиваю, прямо сейчас мы должны сосредоточиться, на мой взгляд, на самом главном вопросе реально представляющем угрозу для наших сограждан, для наших близких, для наших детей, для наших родителей. Это борьба с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Ответственность за здоровье и, по сути, будущее жителей Коми в этой ситуации коллективная. Руководитель региона говорит об этом открыто, призывая народных избранников стать единым фронтом на пути распространения коронавируса. Принимать решения взвешенные сообща. А еще быть надежным тылом тем, кто сегодня на передовой борьбы с пандемией. Что я имею в виду? В первую очередь, это, конечно, работать сегодня единой командой. Это крайне важно всегда, но еще важнее в моменты переломные, моменты, когда требуется единая власть, единый кулак, единое принятие решений, единый командный дух. Сегодня не время для политической борьбы, ни для каких-то партийных разногласий. Перед этой бедой, перед коронавирусной инфекцией мы равны все. Абсолютно все. Поэтому я поддерживаю ваш тезис работать единой сплоченной командой, ведь на кону сегодня жизнь 800 тысяч наших жителей Республики Коми, среди которых есть наши родные, близкие, друзья. Сегодня у парламентариев разное видение решения различных проблем в Коми, и это понятно. Ведь и политическая принадлежность у них также отличается. Впрочем, в борьбе с невидимым, но очевидным врагом все политические предпочтения и убеждения должны оставаться в стороне. А на передовой должна быть конструктивная и сплоченная работа. Алексей Корчмат, телеканал Юрган.